Здравствуйте. Очень интересная встреча состоялась в Казани недавно. Из Санкт-Петербурга приехал известный психолог, сексолог Геннадий Голубев. Вот он встречался со своими друзьями и посетителями, интересующимися этой тематикой. А вот мы потом еще решили поговорить о семье, и вот на такие наиболее типичные вопросы задавать и получать ответы. Встречу это организовала Айгуль Нурисламова, она руководитель Центра семьи «Сан-Мун», «Солнце и Луна». Это я не знаю, кто там у вас солнце, кто, муж или жена солнца? Солнце это муж, а жена это луна. И вот чем занимается ваша, что вы хотите? На самом деле нас очень беспокоит вопрос, который сегодня стоит очень критично, очень вопрос сохранения семьи, вообще института семьи. Геннадий, вот говорят сохранить. Ну вот семья, она ведь вообще-то, мне молодые говорят, что она изжила уже, половина разводов, потом те, кто живет, не всегда хорошо или страдает, а кто свободен, мужчины и женщины прекрасно, когда надо будет с кем встретиться, бахатле товары продает, понимаете, сервис есть. Вот от чего спасает семью Айгуль и ее Сан-Мун? Мир очень стремительно меняется, и кризис института семьи, он, наверное, это один из таких маркеров эпохи, потому как у нас же идут изменения не только в отношениях между людьми, да, изменения. Мы видим глобальные изменения в технике, в информации, в политической какой-то жизни. Вот. И семья лишь один из показателей. Значит, что касательно центра Сан-Мун, центр действительно уникальный, потому что тема очень болезненна для многих. Многие люди хотят сохранить семью, а многие люди хотят быть в отношениях, но каких они еще сами не могут понять. Потому что почему мы говорим о кризисе в семье? Потому как, исходя из существующих тенденций мировых, в общем-то, та традиционная семья, которая была изначально, она уже сейчас не отвечает тем запросам, которыми она была ранее, в общем-то, обеспечивала, которые. И сейчас... То есть семья это хозяйственная организация? Не да? только. Семья это вообще эволюционно сложилось так, что один из способов выживания человечества. То есть в семье человечество лучше выживало, потому как нужно было вдвоем или когда в случае полигамной семьи, когда несколько членов семьи, да, выживали. Несколько жен вы имеете в виду? Я несколько мужей на Тибете, например, конечно, потому что... Ну разве это не ради детей создается семья? Понимаете, да, я с вами соглашусь, ради детей, ради потомства, видите, в какой момент здесь еще нужно понять, что семья, она кроме как выживания, она выполняла еще несколько функций, в том числе и передачи традиций. А сейчас в чем кризис? Один из элементов в том, что мы сейчас, вот более старшее поколение, хуже ориентируемся в современном мире, чем наши дети или даже внуки порой. У меня вот один пациент говорит, решил помочь внуку. Разобрался, говорит, дедушка, не лезь, говорит, ты ничего не понимаешь в этом гаджете. Что ты, говорит, уйди, говорит, а все-таки традиции передает семья? Или... А как? Какие традиции она передает? Семейные или национальные? Национальные традиции может передать, да? Но опять, вот мы углубляемся уже в другой вопрос. Вопрос глобализации мировой, когда стираются границы между нациями, национальностями, расами, в конце концов. То есть мы видим, как в Европе, например, в Париже сейчас коренного француза трудно встретить. Араба, да, пожалуйста, на каждом углу, или там негра, да. Да простят меня за неполиткорректность, хотя я считаю, что негроидная раса, но это нормально, да. Ничего оскорбительного в этом нет. То есть идет смешение. И семья, безусловно, она претерпевает вот это колоссальное давление со всех сторон, потому что мешаются и традиции. Вот хорошо, в какой семье будут жить наши внуки? Моногамной, полигамной или вообще без семьи, как мы сейчас видим тенденцию в мегаполисах крупных, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, да? Как?
Вот, Ну, мы бы хотели, вопрос. чтобы наши внуки, мы вот ратуем за то, чтобы жили в традиционной семье, в той семье, в которой мы росли. И Для мне этого, это- Айгуль, ты пригласила Геннадия Геннадьевича, чтобы он как бы научил, как бы сохранить семью. Да. Все-таки вы верите, что можно сохранить семью традиционную, со своими ценностями. Я скажу так, что сейчас, скорее всего, тенденции будут такие, что семья все равно будет трансформироваться. Но это не отрицание семьи как таковой, вот что сейчас многие пропагандируют, а семья традиционная, но уже, скажем так, трансформированная под новые условия. Потому как какие-то функции от семьи, возможно, отойдут. Вот передача, может быть, традиций, да? Вот, а какие-то, наоборот... Ну, может быть, будем говорить о виде Или хозяйственные функции. да. Вот. Вот имущественные А вопросы. какие же сохранятся обязательно? Это что, любовь, интим? И интим же может быть вне семьи или не может быть? Не, ну, теоретически интим может быть и с семьей, и без семьи, потому что... Или может быть семья, Да. интима нет? Может быть. Или наоборот? Может быть. Может семья и без интима, может быть интим без семьи. Это, Так что мы понимаете, будем? Вот семья тут у нас это проект. Соня, она интересуется психологией, занимается похожим вашим делом. И Альбина тут сидят, а она по здоровью. Пусть они тоже нам выскажут свое отношение, и пусть они зададут вопросы. Да, я сертифицированный коуч. Психологом мне еще предстоит стать, но коуч я практикующий, сертифицированный. И меня самой интересуют какие-то вопросы. Какие-то вопросы, конечно, я работаю с людьми, мастер-классы провожу. И вот считал, где-то есть фраза, я не знаю, кто ее сказал, 20 век был веком инженера, 21 век будет веком психолога. Потому что у людей сейчас все есть на самом деле. Есть машины, есть телефоны, им не нужно, технический прогресс, он достиг уже практически максимума, там уже дальше уже пошло то, что без чего на самом деле можно выжить. И люди обратились внутрь себя. И если после войны мы действительно выживали, парами было легче склеить, то сейчас, в принципе, партнер для выживания не нужен. Есть все у человека. Он каждый из людей может на самом деле полноценно жить самостоятельно. И вот хотелось бы найти новый ориентир. Зачем, во-первых, нужна семья? И, во-вторых, какие сейчас основные причины развода теперь, в 21 веке? Если раньше нужна была веская причина. Бьет, гуляет, там конкретная веская причина, чтобы объяснить соседям, зачем ты вообще разводишься. То сейчас есть причина, что, может быть, все хорошо. Вот во всем мне в человеке устраивает. А внутри вот ощущение, что не твой человек, не хочется тебе с ним жить. И достаточно ли этого для того, чтобы разойтись? Или же нужно, вот несмотря на то, что у тебя внутри душевной связи, скажем, нет, нужно сохранить эту семью. Считается момент, что дети, допустим, все чувствуют. И какую модель мы им передаем в этом случае? Вопрос интересный, да. Я скажу так, вы предвосхищаете несколько то, что я хотел сказать. Понимаете, на сегодняшний день, анализируя действительно причины разводов, во-первых, по-прежнему также бьют. От этого это никуда, да. Раньше терпели. Это есть, да. Просто, может быть, об этом сейчас уже не говорят или наоборот не скрывают. Второй момент, который выходит в семье, где не бьют, это отсутствие общей цели. Понимаете, семья распадается всегда в результате кризиса. То есть любая семья распадается в результате кризиса. Кризис – это тогда, когда старые способы решения проблем не отвечают новым условиям. Это касается кризисов в экономике, в политике, в том числе и в отношениях. Поэтому, когда мы встречаемся с семьей, которая находится на грани распада, всегда есть что-то, что не отвечает новым условиям. Например, парень с девушкой, молодые, красивые, полюбили друг друга, создали семью, сыграли свадьбу, то есть все хорошо, у них родился ребеночек, живут счастливо, замечательно, но, как известно, любовь живет 3 года. Это та страстная любовь, которая воспета нашими писателями и поэтами. И если им не удается создать нечто новое в отношениях, как правило, пара распадается. То есть это связано
гормональными, с физиологическими Физиологический особенностями процесс, человека. нейромедиаторный, да. Это вопрос нейромедиаторов, потому что, как уже, в общем-то, достаточно много об этом написано, вопрос, ведь еще раз говорю, в эволюции людей, в эволюции отношений. И первоначально семья, она создавалась именно на этот период. Когда мы берем вот родовой строй, первобытный, вот это. Роман, вот я скажу ситуацию, я вот эту пару сам почти не знаю, только визуально, а вот их родителей знаю. Женщина вырастила 2 детей, сразу 2 детей, декрет сидела. Дома сидела, прекрасная семья, дом построили на краю города, Казани. Вот она, наконец, после 2 декретов вышла на работу, и ей понравилось, она там эффектная, сама раскрылась, и сразу попался человек, любовь, l'amor. Все, пришлось развестись, и этот мужчина, ее муж, значит, отпустил ее, потом дом построенный, вместо этого выкупил однокомнатную квартиру, дал ей, чтобы дом не развалить, и 2 детей возит к ней, или нет, он ездит к нему, к жене, бывшей жене, они живут только потому, что женщина 5 лет сидела дома, пришла на работу, успешно, и семья развалилась. Это дурь, получается. Женщина сидела дома, и тут вышла, ей сказали комплиментов, она умная, красивая, и у нее голова закружилась, и она Вы поверила. меня пугаете. И она завела себе нового мужа. Ну, если бы у нее было все дома А хорошо, этот муж жили бы... прекрасный, он любит, он даже создал ей помощь, и он страдал год и женился. Ну, вы знаете, здесь нельзя, наверное, так однозначно говорить, дурь или не дурь, да? Просто пара не смогла вот решить для себя. Нормально они жили. Ну, это Если со стороны. бы они нормально. нормально То есть жили, такого не общественное произошло. признание, общественном коллективе вот такое красоваться среди людьми тоже ведь опасная Нет, вещь. не обязательно. Вот пример приведу. Аналогичная ситуация. Жена в декрете 2 года. Муж купил 3-комнатную квартиру в Петербурге. Ну, это было лет, может быть, 15 назад, давно еще. Вот он решил, чтобы ей скучно не было в декрете, он купил ей ноутбук, провел интернет. И надо же, она где-то там, да, еще соцсетей как следует не было, не вот этих. Значит, она со своими одноклассниками из Израиля начинает переписку. Сколько эти соцсетей разрушили наши Я так и семьи. думал, сейчас появляются, объясняются и возвращаются через это дело, через компьютер, Вы через... понимаете, да. И Эротика там. переписка по электронной почте тогда. Выкиньте. И что получается? Он живет в Израиле, она живет тут, знаете, между ними нет физического контакта. Нет. Но она говорит, что я тебя не люблю больше. Я не могу с тобой жить, я люблю Что того происходит? одноклассника. Что происходит в умах? Образ приходит через это дело, ну, семью Если это у них разваливает. была душевная связь с мужем, если у них было все хорошо, Другой как человек это с могло душевной произойти? связью ежесекундно смс-ки присылает в чате, стихом рассказывает, фотографию интимную показывает, все, нет душевной связи. Ну как? Ну, понимаете, в чем дело? Пара, спустя вот живущая в современном условии, в нашем мире, я могу сказать, у которых брак там 10, 20, 15 там, лет больше, они вместе не благодаря, они вопреки сейчас. Можно сказать вот так. Потому что, понимаете, вот почему я говорю кризис семьи? Потому что это современная семья, традиционная, за которую ратует Айгуль Шатов, да, она как раз создавалась в тот период, когда невозможно было выжить по отдельности ни мужчине, ни женщине. То есть мужчина там дрова в лесу заготавливает, женщина корову доит. Вот если кто-то из взрослых погибал в семье, то быстренько нужно было или женщине замуж выйти, или кого-то новую хозяйку в дом вести, потому что не выжить было в условиях натурального хозяйства. То есть наши предки с вами так жили. Вот. И какой там замуж-то выдавали по принципу, моя прабабушка вышла замуж, ее сватали несколько женихов, она сказала, пойдешь замуж в эту деревню, там лес ближе. Дорогие друзья, на этом
Небольшой перерыв объявляем в нашей беседе о семейных ценностях. Продолжение слушайте в следующих частях наших бесед.